Самой распространенной глазной болезнью в мире считается катаракта, характеризующаяся помутнением хрусталика. Чудо-лекарств, способных восстановить прозрачность хрусталика, не существует, но разработана уникальная методика имплантации искусственного хрусталика. В офтальмологическом отделении Центра общей врачебной практики «Фамилия» эта методика успешно применяется. Борис Иванович Скорняков, несмотря на свой преклонный возраст, а ему 77 лет, продолжает работать. На здоровье особенно не жаловался. Единственное, с каждым годом ухудшалось зрение. Диагноз – катаракта. Я был в очень тяжелом состоянии. Глаз последний, этот левый меня не смотрел, а этот еле-еле. И с каждым месяцем все хуже и хуже. А мне приходится работать с документами. Я не мог. Оперироваться Борис Скорняков решил в офтальмологическом отделении Центра общей врачебной практики «Фамилия». Здесь не так давно был приобретен американский аппарат Infinity, не имеющий аналогов в области. Фокусированный ультразвук разрушает мутный хрусталик, и в полость глаза имплантируется гибкая модель искусственного хрусталика. Операция прошла безболезненно. Положили в палату. Отлежал я там нормально так, несколько часов, да. А буквально через 3 дня как будто мне просветление. Я стал видеть хорошо уже. А буквально уже через неделю, да, я брал газету, да, и мелкий штрих на газете. Трудновато, но уже читал. Восстановление зрения у пациентов или бывает в первые часы после операции, или в первые 2-3 суток. В зависимости от исходной тяжести, от возраста пациентов. А Валентине Степановне Андреевой 74 года. В течение последнего года она тоже почти потеряла зрение. На операцию по поводу катаракты согласилась сразу, хоть и очень волновалась, так как решено было оперировать сразу оба глаза. Операция прошла очень хорошо, та и другая. Я сейчас хорошо вижу. Выполнив операцию по удалению катаракты, реабилитируем пациента на всю оставшуюся жизнь. То есть, как правило, операция и болезнь катаракта, она не возвращается. А возраст наших пациентов самый различный. Ведь катаракты может случиться при травме глаза, бывают врожденные катаракты. Чаще всего оперируем возрастные, или называются старческие катаракты. Я не знаю, как благодарить, потому что в течение этих дней, что я ходил, мне только остается выразить огромную благодарность Александру Леонидовичу. Даже слов таких нету, как его благодарить. Он очень внимательный, Александр Леонидович. Он ко всем внимательный. Операция по поводу катаракты, как и любая другая операция, требует тщательной диагностики, в том числе и у кардиолога, терапевта и, конечно, офтальмолога. Офтальмологическое отделение Центра общей врачебной семейной практики «Фамилия» оснащено современной диагностической линией, всем необходимым для обследования и лечения катаракты.